Здравствуйте еще раз, уважаемые рыболовы. Мы сегодня собрались, чтобы ответить на все вас интересующие вопросы. Я представитель Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, являюсь начальником рыбоохраны Самарской области. А также здесь присутствует представитель департамента охоты и рыболовства Головин Юрий Геннадьевич, который также ответит на все интересующие вас вопросы, так что мы готовы. На самом деле к нам приходит очень много обращений в последнее время, которые касаются водоохранной зоны. Водный кодекс вступил в свою законную силу в 2006 году. Прошло 13 лет. Этот вопрос никого не интересовал абсолютно. Сейчас он интересует почему-то всех. Мы связываем это с тем, что у нас глобальная сеть интернет. Вы читаете очень много сайтов с других регионов, где в отношении рыбаков-любителей составляется огромное количество за нарушение водоохранной зоны. Административная ответственность за это предусмотрена статьей 842, часть 1. Поэтому к нам обращайтесь. Водоохранная зона существует, требования к ней применяются. На территории Самарской области существует проблема, мы это видим, мы это слышим, что подъездные пути. Вы говорите, как тащить на себе лодку. Но при этом никто из вас, наверное, здесь присутствующих, мне не скажет о том, что в отношении вас был составлен протокол по 842. Здесь есть такие люди? Требования будут предъявляться, но тем не менее инспектора ориентированы на то, что все мы люди тоже. Если вы подъехали, спустили свою лодку, отогнали машину на 200 метров, никто к вам ничего не предъявит. Но если вы будете осуществлять мойку машин, согласитесь, это явное нарушение водоохранной зоны. Да. А если как таковой нет возможности отогнать даже на 200 метров от воды, есть такие места? Правило есть правило. А как же? То есть как бы машину нельзя, но приехать выгрузить лодку мы можем? Можете, да, и отогнать машину. Если, да. Если она будет стоять, это будет да. У нас в наше время, вы сами знаете, количество машин увеличилось. На самом деле, вы даже сами этому свидетели. Вы при осуществлении любительского рыболовства вас столько много, что вы просто заставляете всю береговую, всю водоохранную зону своими автомобилями. Согласитесь, что это так? По времени сколько можно выгружать? По времени это не регламентировано, к сожалению. Я говорю о том, что как мы работаем на территории Самарской области. Инспекторский состав ориентирован на то, чтобы не наказывать вас по 842, но тем не менее вы тоже должны понимать о том, что вы нарушаете правила. Суточная норма, которая сейчас действует на территории Самарской области, составляет 5 килограмм любого вида рыбы или один экземпляр, который будет считаться трофейным. То есть вы здесь должны определиться. Не всех устраивает эта позиция. Изначально, когда планировалось внести изменения в правила рыболовства, в том числе и от нас, от департамента охоты и рыболовства, исходила совершенно другая позиция, но нас, к сожалению, не услышали. На последнем заседании Самарской губернской думы было принято решение о направлении в адрес министра сельского хозяйства Российской Федерации поправок, касающихся установления суточной нормы на территории Самарской области. Теперь это, как мы планируем, будет звучать так. 5 килограмм водных биоресурсов, которые поименованы в таблице, плюс один экземпляр. А по отношению к той рыбе, которая не указана в таблице, нормы вылова не применяются. То есть нормы вылова условно будет применяться к судаку, к лещу в общей сложности 5 килограмм, плотва, уклея, густера, карась. Их можно будет ловить без ограничений. Окунь в том числе, он не указан в таблице. Мы, к сожалению, не можем ответить на этот вопрос, но... Такой вопрос, если вот как практическая ситуация, да, если, допустим, щука на 3,5, поднимаешь судака на 2, да, с 12 метров, у него декомпрессия, выбрасывать его, то есть, что с ним делать? Как выходить из этой ситуации? Выбрасывать рыбу жалко, замерить ты ее на глубине не можешь, ты его поднял, он все равно умер. Что делать? То есть, вот ситуация как будет, вот, что делать? Вылов прекращается. Получается. Согласно правилам, вылов прекращается. Понимаете? Вы меня тоже поймите. Я контролирующий орган. Я вам четко говорю, я не могу сказать, как вам отнесется инспектор. У него есть правила. И я регламентируюсь этими правилами. И инспектор. Мы сейчас не можем здесь рассматривать, а как бы и будет ли. Мы говорим о том, что существуют правила, а как их соблюдать. Это уже ваша обязанность, а наша обязанность их контролировать.
со скольки лет рыболов имеет право на норму вылова? Там ребенок 10 лет, 15 лет, 18 лет. Правила рыболовства не регламентируют. То есть трехлетний вылов. ребенок в лодке еще Вылов. 5 килограмм. Не могу сказать. Если я, например, взял с собой жену, нас двое, Ну, согласно, если правил, давайте рассуждать так. Суточная норма на одного гражданина в сутки. Ну, если он человек, то да. А ребенок тоже считается? Получается, будет считать. Он же гражданин, он же человек. Да, приобщайте. Разрешите, я отвечу. Период нереста спиннинговой снасти считается пока нет. Можно ее рыбачить? В этом году разрешено на территории Самарской области осуществлять любительское рыболовство со спиннинга с берега. Здесь сейчас задавали вопрос, в Забродниках можно? Можно, потому что это не сплав средства. А вот с кормы уже это будет осуществлять рыбалка сплав средства, запрещено. На 2 крючка. 2 крючка. 2 крючка. Я сразу отвечу на тот вопрос, который вас всех интересует. Если у нас в правилах рыболовства написано, что применение жерлиц и крючков, тройник считается как за 1 крючок, то по спиннингу такого уточнения нет. Исходим от нормы закона. Если нет уточнений, то считается со спиннингом с берега на одну удочку не более 2 крючков на одно орудие лова у одного гражданина. 2 крючка. Или 2 одинарных, или 1 двойной. То есть тройник можно двоить. Да. Ну, получается, да. Получается по кольцу или за поддел? Западел. То есть это 2 одинарных. Или 2 одинарных, или 1 двойник. Елена Владимировна, еще Да. вопрос. Вот мы, допустим, подводные охотники, по нормам вылова. Допустим, ситуация, мы идем, видим щуку, килограмм, бьем ее, вторая, третья, четвертая, 4 килограмма. И тут выходит трофей, 5-килограммовый, например, грубо говоря. Мы его бьем, мы уже нарушили закон? Да. Нарушили закон, Да. Пока да, потому что у нас или, если примут поправки, то будет 5 килограмм плюс 1 экземпляр, и та рыба, которая не поименована в таблице, без ограничений. Сейчас пока да, вы будете нарушать. Мы знаем об этом, что все в сетях, вы нас тоже поймите. Мы работаем круглосуточно, инспектора находятся на воде, я тоже выхожу на воду, несмотря на то, что все считают, что я этого не делаю. Нас всего 17 человек на всю Самарскую область. Мы очень будем рады, если вы нам будете помогать. У нас существует институт внештатных инспекторов. Поэтому обращайтесь, мы будем с вами работать. Ну, 17 человек на всю Самарскую область, согласитесь, это очень мало. Вот Азаров сейчас инициативу проявляет, вчера обращение было. Если вы обратитесь от любительского своего сообщества о том, чтобы усилить нашу работу, об увеличении штата в том числе, мы будем только за. Скажите насчет помощи. Вот я рыбачу, иду на лодке, увидел сеть. Да. Мне ее как бы снять. Вы, к сожалению, не имеете по законодательству снять эту сеть, потому что в случае, допустим, к вам подъезда инспектора, вам нужно будет доказать, что вы на самом Если деле... сначала инспектору позвонить и сказать, вот я вижу сеть, снимаю, то есть тоже нет. Нет. Фогер вынимаешь из сетей. Я замечаю, подводчик, предлагаю в эту сеть. Я вот беру, например, ножом режу ее и выкидываю на берег. Что, я не имею права делать? Совершенно по законодательству, к сожалению, нет. Я ее снимаю. Значит, я должен тоже все получить. Понимаете, по-старому, как все. Вопрос по поводу спортивного рыболовства. Вот, например, не секрет, что многие спортсмены ловят и всю рыбу собирают в садок, для того, чтобы потом взвесить общий результат. Ну, там, за один день, за одну сессию. Вопрос. В правилах рыболовства написано, что рыба минимальных размеров должна быть немедленно отпущена. Если рыба живая находится в спортивном садке длиной там, 7 метров, 8-10, это считается нарушением правил или нет? Ну, во-первых, когда проводятся какие-то соревнования... Не соревнования. Тренировка. Просто тренировка. На тренировках ловится гораздо больше, чем на соревнованиях, как не секрет, все знают. В отсутствии конкуренции, арома, она привлекает много рыбы. Рыбы много, до 40 килограмм набирается. Но она живая, она потом практически всегда отпускается спортсменов. Ну, тогда к вам могут быть применены требования о том, что вы превысили суточные нормы вылова, когда к вам подойдет это инспектор. общая практика спортивная. Нам Ну, интересно, пока правилами не регламентировано спортивное рыболовство в таком виде. Со следующего года
будут действовать изменения, которые внесли в закон о любительской рыбалке, что все соревнования должны быть согласованы на год вперед с органами рыбоохраны. То есть мы будем четко знать, вот, куда, когда, сколько человек планируется и так далее. Будет прямо составляться план с Федерацией любительского рыболовства спортивного. То есть получается, что те любительские мероприятия, которые вы сейчас проводите, они будут официально запрещены. Сроки нерестового запрета в этом году? В этом году на территории Самарской области сроки не изменились, они остались такие же, как и были в том году, с 20 апреля по 10 июня. 11-го, да, вы можете выходить и совершенно спокойно осуществлять любительское рыболовство так, как... 53 дня получается. У нас правила установлены для всего Саратовского водохранилища, а у нас это все Саратовское водохранилище, если оно имеет какую-то связь с... Правила рыболовства, они для всех водных объектов рыбохозяйственного значения. За исключением объектов аквакультуры, или которые находятся в частной собственности. Еще вопрос. На отдыхе. На отдыхе, например, мы не рыбачим, у нас нет никаких снастей, ничего, мы просто сидим с палатками на берегу и купили рыбу у рыбаков более 5 килограмм. Все равно мы, если к нам инспектор приедет и увидит эту рыбу, мы нарушили закон? Всегда мы говорим о том, что правила рыболовства в целях осуществления рыболовства. Если у вас нет снастей, к вам рыба есть, вы где угодно могли ее принести из дома, купить на рынке и так далее. Правила применяется только при осуществлении рыболовства. Я приехал на рыбалку на Искосе, выловил 5 килограмм, 10 килограмм. Что-то из нее тут же засолил. То есть это уже считается продуктом? Да, это считается продуктом. Инспектор будет предъявлять вам только, опять же таки, читаем сами правила, как оно формулируется. Суточная норма вылова живая рыба измеряется и пошло. То есть применяется к живой рыбе, не к переработанной. Потому что это правило рыболовства. Уснула тоже. Если сразу ее солить, то можно и больше 5 килограмм. Я вам это не говорил. Берж не поименован в таблице, соответственно, к нему не применяются. Норма вылова применяется общая. 5 килограмм или 1 экземпляр на человека. А вот вопрос к лещу. Есть же у нас там шарман. Это лещ. Есть подлещик, сам маленький шарман. Нет, ни подлещика, ни шарман, нет, есть лещ. То есть то, что мы называем шарманом, это не... Это маленький лещ. Это недоросший лещ, за который могут оштрафовать. Да. Не все такие вот грамотные, как бы, не все могут в перу отвечать. Но для этого существуют инспектора, они же все-таки проходят обучение. Не все же вот обладают такими знаниями, там, калинника, леща. Лещ. Шармана. Если есть какие-то вопросы, у нас существует подведомственное учреждение. Если у вас есть какие-то спорные, вы же можете оспорить свой протокол, всегда прийти и доказать о том, что это другой видовой состав. Мы обратимся в подведомственное учреждение, которое там их теологи существуют специально. Они дадут заключение, если у вас будут такие... Штрафы сюда 305 рублей, да? Да, хотелось бы сразу для вас пояснить. Вы говорите, штрафы увеличились. Штрафы еще не увеличились, но будут увеличены. Увеличились таксы, которые применяются по ущербу к выловленным водным биоресурсам. Они применяются в том случае, если они выловлены с нарушением правил рыболовства. Штрафы как были от 2 до 5 тысяч за нарушение части 2 статьи 8.37, так они остались. Увеличились таксы. Да, судак был у нас 250 рублей, стал 3,305. Вы находитесь на водоохранной зоне при осуществлении рыболовства. Вы собираетесь, у вас есть снасти, которым вы осуществляете рыболовство. У вас есть садки, у вас есть рыба. Поэтому инспектор имеет право осуществлять контроль на водных объектах и за его пределами на рыбопромысловых участках. Подводная охота. Задавали себе вопрос. Да. Какие ограничения сейчас действуют на ночную подводную охоту с использованием фонарей? И, в принципе, есть ли ограничения, различия в нормах вылова для подводных охотников? Никаких изменений пока еще не произошло с подводной охотой. Те же самые правила, как были, также запрещена была подводная с подсветкой, все это было запрещено, так и осталось. Но с 2020 года подводников коснутся
некоторые изменения. По факту будет запрещена подводная охота там, в зонах рекреации, то есть ограничит вас во многом. Сейчас мы просто не будем это обсуждать, потому что они не вступили в свою законную силу, может быть, они изменятся, обсудим это попозже. Но сейчас пока все так, как было, так и есть. Нормы вылова как существовали для всех любителей, так они существуют и для любителей подводной охоты. Разграничений пока еще не существует. За сбор раков штрафуют. Да, раками запрещено. Раков ловить руками запрещено. Раков по законодательству, получается, можно ловить только при помощи раколовок, не более 3 на одного гражданина, а в соответствии с суточной нормой, которая установлена, не более 50 экземпляров в сутки. Скажите, запрет на место рыбалки на лодке, то есть снасти должны быть собраны? Да, при передвижении, согласно правилу пункта 15.4, запрещено передвижение на маломерных судах для осуществления рыболовства. То есть, если вы будете передвигаться с одного берега на другой, ну, захотите порыбачить там с берега, вы с зачехленными орудиями лова, никто к вам никаких требований не предъявит. То есть обязательно чехол на спиннер. Да. Ну, у вас расчехлено, ну, сравним с оружием. Почему-то у вас по оружию не возникает вопросов. Оно у вас расчехленное, вот. Здесь же рыболовы. А вы не в курсе, вот эти правила, они до самой нижней волны все действуют, как вот и в Самаре? Нет. Нет. В каждом регионе существуют разработаны свои правила рыболовства. Они разработаны с учетом пожеланий науки, вернее, обоснований науки. Там и запретный период устанавливается, и запретные места устанавливаются. Жестче могут быть правила, да, чем здесь? Конечно. Управлением не раз обращалась в адрес правительства Самарской области о том, чтобы создать на территории губернии рабочую группу. Мы здесь, вот я несколько раз уже повторяю, как попугай, что мы осуществляем контроль за рыболовством. Это реализация. Это не наши полномочия. Мы в этом случае можем выступать только как эксперты и сказать о том, что это сеть. Какая это сеть, описать ее и так далее. В связи с этим мы, еще раз повторяю, не раз обращались в правительство на комиссии по незаконному обороту пищевой продукции. Мы этот вопрос поднимали. В очередной раз он будет рассмотрен во 2-м квартале. Я думаю, что мы все-таки добились того, что на территории области будет создана группа, постоянно действующая, из сотрудников правоохранительных органов, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Департамента ветеринарии и Россельхознадзора, которая будет осуществлять контроль за незаконной реализацией водных биологических ресурсов, которые мы видим по всему городу, раков, которые продаются везде без документов, а также будут осуществляться постоянные рейды в места реализации, где происходит реализация незаконно орудиелова, в том числе сетей. В 15 краю продают судака 100-150 грамм в нем. Вот таких вот. По 100 рублей. Прилов. Нет, всю зиму. Они что, законно добывают с таким? Или это тролловики? У нас тралы запрещены. А откуда же тогда они? Чтоб сетями 100 граммов? Вот я вам только сейчас об этом говорю, вы меня как бы... Я слушаю. Что вот эта комиссия, которая общая, в рамках своих разных полномочий, будет осуществлять как раз и изъятие и привлечение к административной ответственности, а если будут признаки уголовной, если будет большой ущерб в направлении правоохранительный орган. А, к сожалению, само Росрыболовство по своей сути не сможет это сделать. Но, опять-таки, нам в помощь вступят в свою законную силу правила, которые будут запрещать оборот жаберных сетей. Это все произойдет с 1 января 2020 года. На территории всей Российской Федерации, за исключением севера, будет запрещена продажа сетей. Сети будут применяться только для промышленного рыболовства, они должны быть сертифицированы, в принципе, как это и сейчас должно быть. Эти требования также предъявляются к промысловикам. Если вы думаете, что мы только наказываем любителей, мы не хотим этого делать. Вы осуществляете рыбалку в соответствии с правилами, и никто вас не будет наказывать. Но на промысле нарушений тоже предостаточно. К ним также предъявляются требования. В том году было составлено 42 протокола на промысловиков. К ним также предъявлялись требования по ущербу. На сегодняшний день уже в отношении 14 рыбаков-промысловиков также составлены протоколы. Возбуждено сейчас 25 уголовных дел. То
только на сегодняшнюю дату вот у нас 25 уголовных дел на территории Самарской области, которые возбуждены и уже рассмотрены. Люди привлечены, 2 человека к испытательным срокам, остальные к испытательным работам с перечислением дохода в бюджет государства. В Самарской области не регламентировано. То, что вы считаете промаляющницей, не прописано в правилах для Самарской области. Ловить. Это косынка. Косынка запрещена. Не кран, а вот малявочка. Малявочница для живца. У нас начнется запретный нерестовый период. Мы вас всех приглашаем принять участие в «Волге без сетей». Мы планируем как минимум 5 раз провести ее за этот промежуток времени. Поэтому все желающие могут принять участие в освобождении наших водных объектов от запрещенных орудий лова. О том, в какие сроки будет проводиться эта акция, мы разместим на своем сайте. Попытаемся привлечь органы СМИ, и в том числе ВКонтакте, во всех группах к организаторам обратимся, чтобы они это разместили. Вы можете принять участие непосредственно. Но браконьеры-то будут об этом знать, они подстрахуют. А мы не ловим в этот момент браконьеров, мы освобождаем водоемы от запрещенных орудий лова. Да, определяются инспектора, совместно это мероприятие будет проводиться с Департаментом охоты и рыболовства при непосредственной поддержке и Росгвардии, и опять же таки транспортной полиции. Все вместе это будут те органы, которые, так же как и мы, могут осуществлять контроль. Будет закреплен инспектор, вы кошками все это продираете, инспектору сдаете это орудие лова, и они уничтожают. На сегодняшний день существует норма вылова 5 килограмм всех видов рыб или 1 экземпляр. Но направлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поправки, которые в положительном решении позволят нам осуществлять вылов в суточную норму 5 килограмм плюс 1 экземпляр тех видов рыб, которые поименованы в таблице, те, которые не поименованы, в том числе интересующий вас карась, к ним нормы вылова применяться не будут. Инспектор имеет право при выявлении нарушений правил рыболовства составить в отношении вас протокол о административном правонарушении, в котором указывается состав, дата, время, место, а также составляется протокол изъятия. У вас изымается то орудие лова, которым вы совершили противоправное действие, а также транспортное средство, которое является обременением того, что вы в следующий раз не будете нарушать правила рыболовства. Это предусмотрено Кодексом административных правонарушений. Если у вас будет изъято орудие лова при осуществлении рыболовства запрещенными орудиями лова, такими как сети, многозаходные китайские ловушки, ваше дело будет направлено для рассмотрения в суд. И суд будет принимать решение о конфискации или уничтожении изъятого орудия лова, а также транспортных средств. Спиннинг у вас будет изыматься и то, и другое. Вы приходите к нам на рассмотрение дела административного правонарушения, оплачиваете штраф, вам по квитанции передают ваше изъятое орудие лова и ваше транспортное средство. Где оно будет находиться? Оно будет находиться на стоянке. На какой? На штраф? На штраф. Если вы захотите, на штраф. Нет, у вас изъятые орудия лова у нас в соответствии с приказом хранятся в специально отведенных местах. У нас существует своя база. Да, конечно.